Так, ассаламу алейкум, добрый вечер, дорогие друзья. С вами сегодня я, Руслан Айсин. Просим прощения за небольшую техническую задержку. Такое бывает. И сегодня у нас в гостях наш уважаемый друг, близкий Мухиддин Кабири, лидер таджикской оппозиции, председатель партии Исламского возрождения Таджикистана. Мухиддин Аке, ассаламу алейкум. Алейкум салам, Руслан, и салам всем нашим зрителям, слушателям. Скажите, пожалуйста, я видел и ваше сообщение о том, что вы подготовили документы, которые должны лечь на стол в администрацию гаагского правосудия для того, чтобы привлечь диктатора Эмомали Рахмона к международному суду, как это было сделано в отношении Путина, Нетаньяху и прочего такого рода диктаторов. Да, Руслан, на прошлой неделе, если быть точнее, 10 апреля, мы наконец-то подали официальную жалобу, а эта жалоба, она готовилась почти 4 года. Мы над этим документом работали давно. Но поскольку работа очень деликатная и не любит шума и сенсации, тем более в периоде подготовки, когда очень много заинтересованных сторон, которые могут помешать ходу подготовки этих материалов, потому что международная практика знает много таких случаев, когда на этапе подготовки таких международных дел свидетели запугивают, адвокатов убивают, и потом не хватает доказательной базы. А международное правосудие, тем более Международный уголовный суд гаагский, очень нейтральный, независимый, очень в таких вопросах очень основательно подходит к этим вопросам. Даже когда они знают, чувствуют, что жалоба, она справедливая, но скажут, что нет доказательной базы. И поэтому надо быть тут очень осторожным. Поэтому наша команда изначально выбрала такую тактику, что максимальная тишина и в то же время максимальная доказательная база. Мы собрали более 100 кейсов. Из них выбрали 60 кейсов, наиболее доказуемых. Это наши адвокаты посмотрели, у которых есть международный опыт. Они подготовили много других международных дел. И в конечном итоге они сказали, что сейчас мы можем уже подать официальную жалобу, потому что есть необходимая доказательная база, есть аудио, видео, материалы. И мы решили подать именно сейчас, потому что международная обстановка, она идет в сторону отступления международного права и усиления диктатур по всему свету. И преобладает сейчас риторика близкая к Трампу, к Путину, к другим диктаторам или авторитарным режимам, авторитарным лидерам. И Международный уголовный суд тоже находится под прессингом. Мы все знаем, что США ввели санкции против Международного уголовного суда, против прокуроров, судей и экспертов. Многие довольно сильные международные игроки и государства, они не признают легитимность этого суда, в том числе и США, Россия, Израиль и большинство государств постсоветского пространства. И недавно даже была информация, что Венгрия, даже член Европейского Союза, тоже собирается покинуть Международный уголовный суд. Поэтому наши адвокаты сказали, что ждать не имеет смысла, потому что международная обстановка может меняться с каждым годом.
И мы все-таки решили именно сейчас подать жалобу. Я считаю, что тот объем работы, который мы выполнили, и тот объем материалов, который мы собрали, а это только сама жалоба составляет 246 страниц. И другие дополнительные материалы более 1000 страниц. То есть сейчас у прокуроров Международного уголовного суда есть большая работа, то есть большая задача все это прочитать, обрабатывать, квалифицировать. Мы подали жалобу по нескольким статьям Римского статута и Международного уголовного кодекса. Это прежде всего 7-я статья преступление против человечности и убийство, внесудебные казни, похищение граждан, собственных граждан, взятие в заложники родственников оппозиционеров, незаконная конфискация, незаконное открытие уголовных дел и так далее. То есть целый набор обвинений и достаточно большое количество фактов, материалов. Так что у Международного уголовного суда наряду с другими делами, которых полно и по России, и по африканским государствам, по Израилю, еще добавляется теперь новая работа, это по направлению в Таджикистан. Ну, в общем, да, имам Али Рахмон в один ряд с этими диктаторами, убийцами, кровопийцами по своему призванию и должен находиться. Вы ожидаете какую-то ответную реакцию со стороны режима Рахмона? Как они могут, на ваш взгляд, ответить? Пока официальной реакции нет, Руслан, но есть реакция людей, близких к правительству. Кстати, сегодня я прочитал, мне отправили ребята экспертное заключение одного международного юриста из Таджикистана, который работал когда-то, а может быть даже и сейчас работает в Международном уголовном суде, представляет Таджикистан. Мы все знаем, что каждое государство, которое подписал Римский статут, имеет своего представителя в Международном уголовном суде или в лице судьи, или прокурора, или эксперта, технического сотрудника и так далее. А этот юрист международный представлял когда-то Таджикистан, а может сейчас там работает. Он, кстати, тоже, конечно, он старается как бы принизить значимость этого дела и старается вызвать пессимизм, что все-таки дело не дойдет до окончательного решения против правительства, потому что доказать очень сложно, а это действительно так, доказать нелегко, но все-таки он признается в том, что это серьезная работа, это серьезное дело, и авторы или инициаторы этого дела, они добились своего. Он в этом признается. А так, в основном сейчас реагируют на нашу жалобу гражданское общество, журналисты, причем как сторонники, так и противники. И самое интересное, вот мне за эту неделю мне показалось, что не все оппозиционеры ради этому, потому что, ну, тут обычная банальная зависть, скорее всего. Почему не мы, а они? Вот это вроде бы громкое дело, это огромная работа, большая работа, продвижение вперед, но почему-то именно исламская партия. Причем вместе с двумя международными организациями и при, пусть небольшой, но все-таки финансовая поддержка международных организаций, потому что, ну, вы сами знаете, без финансовой поддержки очень сложно было бы нам подготовить этот проект. В основном это дело переводчики, кто занимался техническим работом. А я хочу здесь заметить, что наши таджикские сотрудники
кто работал над этим проектом, они все без исключения работали как бы без зарплаты. Может быть, какие-то мелкие расходы, но все они работали на энтузиазм, на, как бы, на правое дело, без денег, без финансирования. То, что команда получила небольшую финансовую поддержку, оно в основном ушло на перевод, на обслуживание адвокатов и так далее. И на самом деле действительно работа огромная, поэтому часть оппозиционеров, как ни странно, они говорят, да, это огромный шаг вперед, но не такое уж важное дело, как на него можно рассчитывать. То есть стараются как бы, с одной стороны, не могут не признавать, с другой стороны, хотят немножко снизить как бы значимость этого дела, вызвать пессимизм и так далее. Но мы как привыкли к таким ситуациям, поэтому работаем дальше спокойно. Ну, конечно, отвечаю как пессимистам, так и фабрика троллей, которые сейчас очень активно начали обсуждать этот вопрос. А так официальной реакции пока нет, но у меня есть мнение наших, как бы скажем, экспертов, уважаемых экспертов, как из Душанбе, так и за рубежом, о том, что власть пока в шоке, потому что Рахмон-то пропаганда сделала из него почти святого человека. Он не только президент, он пешво, он лидер. Он неприкасаемый человек. И вдруг против него могут открыть уголовное дело, причем за такие очень, скажем, непростые обвинения. Это преступление против человечности. То есть это о чем говорит? Когда наши адвокаты рассмотрели дело, они сказали, что тут речь не идет об единичном случае убийства, похищения. Речь идет о систематическом преступлении. Речь идет о систематически целенаправленной политике против собственного народа. Это похищение, убийство, конфискация и так далее. Так что теперь Рахмон в глазах народа должен выглядеть не только как президент, а обычный уголовник, минимум подозреваемый в совершении преступлений. То есть у него сейчас статус минимум человека, которого подозревают в тяжкие международные преступления. Но если потом докажут, что в международном суде он уже не просто президент или лидер нации, он обычный международный уголовник. Так что я думаю, что если официальной даже публичной реакции не будет, но оно будет огромное влияние и в стране, и в руководстве страны, и в общественности. Ну да, как вы верно отметили, вот Одами Мукаддас перейдет в статус уголовника фактически, да, и этот ярлык на нем и будет сидеть так или иначе и беспокоить. Все-таки люди, которые так долго уже там находятся во власти, стареющие, они очень реагируют так резко на такие вещи. Скажите, пожалуйста, вот стало тут известно, что в Сербии очень многие представители, бывшие сотрудники ФСБ, ну, бывших не бывает, ну, отставные сотрудники ФСБ, кадыровские какие-то приближенные, они получали паспорта Сербии, гражданство, и через это, соответственно, проникали в страны ЕС. Наверняка у Рахмона есть свои агенты, понятно, да, которые также под дипломатическими прикрытиями, прочими такими делами проникают в Европу и наверняка занимаются и расфасовкой его денег, вернее, не его денег, а украденных его семьей денег в Европе, там, в банках, там, недвижимость. Известно ли вот об этом что-нибудь?
Сейчас наша команда над этим не работает, хотя есть другие группы, которые работают над этими грязными деньгами, не только президента Рахмона, но и по всему свету. И недавно, я сейчас не помню, просто не могу сейчас вспомнить название этой организации, как раз оно базируется то ли в Сараево, по-моему, в Боснии, который занимается расследованием, они проводят расследования против коррупционеров, отмывания денег и так далее. Они как раз раскрыли эту схему, финансовую схему, через которую власти Таджикистана скрывают свои деньги, доходы за рубежом, включая покупки недвижимости и в Дубае, и в Европе и так далее. Но дело в том, Руслан, что наши адвокаты сказали, что после того, как будет вынесено решение против Рахмона по этим преступлениям, однозначно оно приведет нас к второму этапу. А это этап компенсация жертвам преступлений со стороны Рахмона. Там не только моральная компенсация, там и денежная компенсация, потому что власти Таджикистана конфисковали огромное количество имущества. Лично у меня, например, на $1 000 000. То есть они сами признавались, что на более 10 миллионов долларов они конфисковали только у меня лично имущество. Там таких, да, как я... У вас был бизнес, вы занимались бизнесом, я знаю. Да, я, опять по данным самих же властей, я был самым богатым депутатом в парламенте. И до того, как стать лидером партии или вообще в большую политику войти, я заработал свои первые миллионы. Но это не важно сейчас. Совокупность, я думаю, что это огромные деньги, которые власти конфисковали у собственных граждан. Кстати, буквально сегодня опять прошла информация, что у фигурантов дела по госперевороту, которые несколько месяцев назад их арестовали и вынесли вердикт, сегодня начали конфисковать имущество у этой группы тоже. У бывшего министра, у бывшего депутата, бывшего исполняющего обязанности президента Республики Таджикистан и так далее. И из каких денег международное правосудие будет выплачивать компенсации жертвам? Конечно, из тех денег, которые они будут арестовывать по всему свету. Они будут замораживать счета, они будут искать эти деньги, даже если, потому что мы подали не конкретно на Рахмона лично, а на власть, на режим. И они могут потом арестовать все имущество правительства Таджикистана за рубежом. Не только личные деньги Рахмона, там, министров и так далее. Они будут арестовывать имущество, которое принадлежит этому режиму в целом. И от них будут выплачивать компенсации жертвам этих репрессий. Так что это только начало. Я понимаю, что это долгая работа, это нелегко доказать, нелегко этого добиваться, но Рахмон сам этого захотел. Рахмон вообще не верил, что дело может дойти до этого. То есть он считал, что если он объявил нас в стране террористами, уголовниками, а международное сообщество этого не признавало до сих пор, причем никто, а теперь он сам превратился в международного уголовника. То есть все повернулось в один час, абсолютно наоборот. Так что это только начало нашей работы. Иншаллах, я надеюсь, что наши сторонники будут делать дуа и будут поддерживать нас, кто как может, чтобы мы добились результатов. Иншаллах, чем мы можем тоже помочь, соответственно, и наши зрители, мы будем посильную помощь оказывать, потому что это наше общее дело, и наши братья и сестры в Таджикистане страдают от этого притеснителей, и все вот эти вот диктаторы, от которых наши народы страдают, они все связаны. И вот, да, Руслан, я извиняюсь, я перебью тебя сейчас. Дело в том, что, например, если Международный уголовный суд
вынес решение по Путину, например, Нетаньяху. За всеми этими делами стояли государства. Украина подала на Международный суд, Южная Африка, там потом присоединились другие государства против Израиля и так далее. Это первый случай, не только для Центральной Азии. Это первый случай, когда политическая партия, причем исламская политическая партия, мне позавчера звонили ребята, политические лидеры из других арабских государств, говорят, что это первый раз вообще в исламском мире, когда политическая исламская партия или движение подает в Международный суд и добивается успеха его, то есть готовит такую объемную работу. То есть я думаю, что этот случай не только для одного Таджикистана, не только против Рахмона. Это может быть полезно для всех наших граждан Центральной Азии, что диктаторы пусть почувствуют, пусть подумают, что да, они только у себя дома, они хозяева, они дома могут совершать эти преступления. Но есть люди, которые могут довести дело до международного суда. Так что я считаю, что этот эпизод, вот то, что мы делали, оно, я, конечно, не сторонник, я сторонник скромности всегда, но лжескромность в таких случаях, оно не помогает, надо исходить из реальности, что этот инцидент поможет и нашим братьям, сестрам в Центральной Азии, в исламском мире использовать этот важный международный механизм для того, чтобы добиться справедливости. Да, действительно так. И говоря про диктаторов, например, про Путина или про Лукашенко, с которым, как известно, Эмомали Рахмон связаны очень тесно, оба пришли по факту в одно время во власть, были председателями колхозов и используют те же методы, те же эскадроны смерти, похищения и так далее. При этом диктатор Лукашенко использует такой метод, он идет в нарушение всех, в том числе международных норм, он лишает своих же граждан единственного гражданства, которое принадлежит по праву. Использует ли нечто подобное Рахмон? И какие вот у него механизмы есть давления на людей, которые находятся вне Таджикистана? Но пока он не прибегал к этому методу, не лишил гражданства никого, для этого ему надо будет поменять законодательство, соответствующее законодательство внутри страны. Но у него достаточно много других методов и механизмов. Прежде всего, это наши родственники, которые живут там, работают. И не только родственники там или граждане внутри страны, они нашли еще возможности повлиять на мигрантов за рубежом. И кого-то через подкуп, кого-то шантажируют, кого-то нашли различные механизмы и влияют на них. И поэтому я сказал, что когда я говорю, что даже часть так называемых оппозиционеров, они не то что не поддержали, но и начали критиковать эту нашу инициативу, это говорит о том, что я, конечно, не могу голословно обвинять всех, но уже чувствуется, что есть также это результат работы так называемых агентов влияния среди оппозиционеров, которые нашли способы, возможности повлиять и даже на многих истинных, реальных оппозиционеров. Я думаю, что у Рахмона, как и у любого другого диктатора, есть очень много механизмов, методов влияния, но в конечном итоге остается группа непобежденных оппозиционеров, сильных людей, идейно стойких, которые будут продолжать. И как раз вот наше дело, наша группа этого доказала. Несмотря на 10 лет шантажа, террора, запугивания, что они не сделали против нас, через родственников, они всякие клевета, даже они начали уже использовать семейные, личные
проблеме, семейной проблеме. Но, тем не менее, наша группа доказала, что можно выстоять, можно продолжать борьбу, перейти через этот порог страха. И это результат, вот то, что мы делали, это действительно результат того, что все-таки группа людей, они готовы дойти до конца. Кстати, я хочу здесь, пользуясь этой трибуной, поблагодарить всех, не только нашу команду, которая выполнила огромную, хорошую работу, профессиональную работу, но и наших свидетелей, кто все-таки подписали эти заявления, потому что без их подписи мы не могли бы дойти до Международного уголовного суда. И мы делаем все для того, чтобы защищать этих людей. Прежде всего, все эти имена остаются анонимными. Это мы требовали от Международного уголовного суда. Они согласны на это. Кстати, это предусмотрено во внутренних документах суда. Когда есть опасность, есть угроза свидетелям или жертвам, то они могут обеспечить, они обязаны обеспечить безопасность. И дальше мы стараемся как бы не опубликовать имена и не только подписантов, не только свидетелей, но и даже некоторых жертв. Спасибо, это действительно большая и сложная работа, потому что в юридической практике, как известно, одних слов мало. Все прекрасно понимают, какая политическая ситуация, но как и с Путиным было, да, то есть он когда фактически там же ему вынесли на ордер ареста на основании того, что они похищали украинских детей, потому что на встрече с ним, насколько я помню, вот это вот уполномоченный по правам детей, которая вышла замуж за Малафеева, вот этого олигарха небезызвестного, который спонсирует все вот эти русские фашистские организации, кстати говоря, по матушке татарин. И он проговорили это публично. То есть они признали, да, по факту, что да, они занимаются этим. Поэтому, если вот нету прямых доказательств, это действительно трудно, и мы прекрасно понимаем, что нужно находить такие эксклюзивные улики, чтобы убедить соответствующие судебные инстанции в том, чтобы они взяли за это дело, потому что там тоже сидят люди образованные, понимающие, сразу могут сказать, нет, дело невозможно пустить в ход и так далее. Собственно говоря, вот такой есть интересный вопрос, что якобы сейчас, мы в прошлый раз с вами так или иначе затронули этот вопрос, Рахмон попытается использовать вот саммит, который был в Самарканде, для того, чтобы или укрепить свои позиции, или попытаться легитимацию своей политики придать. И, может быть, заручиться поддержкой там при транзите власти, то ли к своему сыну, то ли там к зятю, к черту, там, не знаю, как у него все это будет складываться. Как вы считаете, он может действительно сейчас пытаться выходить на европейские элиты и как-то вот предлагать свои услуги в обмен на то, чтобы те закрывали глаза на его бесчинство? Несомненно, он будет попытаться, он всегда это делает. Знаете, я много раз сказал, что в этом плане он очень удачный политик. Иногда все складывается таким образом, что все работает на него. Ну, раньше было так, по крайней мере. Не знаю сейчас, как будет дальше, судя по тому, что все-таки нам удалось оформить эту жалобу официально. Теперь у него будет другая ситуация. Но, например, когда началась антиталибанская кампания, еще первый раз, не последний, а после терактов в Нью-Йорке, он очень удачно использовал этот момент в свою пользу, начал закручивать гайки, требовать от международных партнеров, от Запада, что вот давайте вы будете закрывать глаза на все мои действия, а я вам буду открывать коридор транзит в Афганистан. И так и получилось. То есть каждый раз, когда что-то случается в международной политике, он старается использовать это
свою выгоду. А для него не существует каких-то моральных, этических, идеологических рамок. Он вчера был, скажем так, мусульманином, завтра он становится зороастрийцем, на следующий день он истинный ариец, потом он может также хорошо сотрудничать с Тюркским союзом. Вообще говорят, что он карлук. Да, он по одной линии он карлук, то есть турок по происхождению из тюркских племен. Но это не важно. Я не сторонник того, чтобы делить людей по расе, по языку и так далее. Но речь идет о том, что он играет на этом. Я, наверное, сейчас будет не лишним вспомнить один момент, когда я еще был в Стамбуле, в Анкаре, я встречался с одним высокопоставленным турецким политиком, курирующим Центральную Азию. И мы были с ним знакомы еще со времен покойного устада Наджмидина Арбакана. Он был его учеником. Тогда мы друг друга знали. И он после встречи, когда мы пообедали, он сказал: а ты кто вообще по происхождению? Ты таджик персидского, иранского происхождения или тюркского происхождения? Я сказал, что нет, я вообще персоязычный, иранского происхождения, то есть из восточноиранских народов Таджикистана. Я говорю: почему спрашиваешь? Он говорит: знаешь, вот недавно, говорит, у нас была делегация из Таджикистана, в основном члены семьи, кто занимается финансовыми банками, а банковская сфера, финансы действительно в руках семьи. И говорит, во время разговора они дали понять, что Турция должна поддерживать больше Таджикистан, а не других государств Центральной Азии. Это единственная страна, где большинство населения таджики, не тюрки, но в руководство в основном тюрки. Вот мы представляем тюркскую часть населения, а основное население Таджикистана, то, что вы помогаете Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, это естественно, потому что там и народ тюркоязычный, и руководство. А тут такой вот момент, население в основном таджики, ираноязычные, иранцы по происхождению, а мы управляем этим народом, вы должны нас поддерживать. И он потом говорит, что они еще добавили, что сами, так скажем, элита, думающая там политическая, военная, это тюркоязычные. Он говорит: слушая тебя, я говорю, что ты понимаешь очень многого, так рассуждаешь очень хорошо, а может быть действительно ты тоже из этой части таджикского населения, который тюрк по происхождению, как они описали. То есть, когда они встречаются с иранцами, они выдают себя за истинных арийцев, иранцев. Когда встречаются с турками, они тут же переключаются на другое, скажут, что вот мы тюрки. Они очень, да. Единоки очень болеют. Я как-то рассказывал здесь в эфире год назад, когда тоже еще был в Стамбуле. Значит, мы встретились, наш один близкий друг организовал встречу, азербайджанец, с турком, он отставной генерал. И, значит, тот как присел мне на уши, я говорю нашему азербайджанскому брату, я говорю: я не могу это слушать, я все-таки говорю историк. Он говорит: потерпи немножко, он хочет. И вот тот начал говорить, что Путин тюрок, вот жена Кабаева татарка, все, там тюрки, сейчас мы тюрки, и вот у него, и он другой темы не знал, он говорит: я приехал в Пакистан, пришел в мечеть и говорю: вы все здесь тюрки. Он говорит: они любят вот этим вот увлекаться чрезмерно. И поэтому вы верно отмечаете, что вот рахманисты, они используют, они, конечно, прекрасно понимают эту психологию, да, и где надо, просто подстраиваются под этих людей, которым достаточно признать, что да, я вот тюрк в каком-то... что касается вот этой его политики, приспосабливаться ко всем, пристроиться к разным течениям, наверное, в этом случае с Международным уголовным судом вряд ли получится, потому что этот суд довольно независимый. Если бы не было у него независимости, Трамп не ввел бы против них санкции, потому что они не стали подчиняться воле
американского правительства. Но все-таки, имея поддержку государств-членов, а почти все государства, европейские государства, они члены Международного уголовного суда, они признают легитимность этого суда над собой. Имея поддержку этих государств, было бы очень хорошо, потому что это, еще раз повторяю, что это, наверное, единственный случай, когда за официальной жалобой не стоит государство. По Лукашенко, например, стояла Литва, Украина подала жалобу на Путина и так далее. Но у нас, к сожалению, нет такой поддержки, а мы сами пока не обратились никому. Естественно, Рахмон будет стараться, чтобы европейский суд, правительство, они повлияли на своих представителей в Международном уголовном суде. Но очень будем надеяться, что это не будет работать, и суд все-таки будет отстаивать свою независимость. А на этом, например, решении можно будет уже лоббировать введение санкций, личных санкций против него, родственников, там, членов правительства? Естественно, они уже не будут въездными в те государства, которые признают Международный уголовный суд. Это более 120 государств. И более того, Руслан, дело в том, что Таджикистан после Грузии вторая страна постсоветского пространства, которая подписала Римский статут еще в 2000 году. Что это значит? Если Международный уголовный суд признает вину любого из фигурантов, начиная от Рахмона до членов семьи, силовиков, а там фамилии минимум 100 человек, начиная от судей, там, прокуроры, следователи, офицеры тюрем и так далее. Если по ним будет принято решение, то любой другой милиционер, прокурор, он обязан арестовать человека, по которому вынесен вердикт. Почему? Потому что Таджикистан подписал этот договор, это соглашение, и по 10 статье Конституции Таджикистана все международные договора, подписанные Таджикистаном, являются частью юридической системы Таджикистана. Если есть противоречие между внутренним законодательством и международным правом, приоритет имеет международное право. Представляете, в чем дело? То есть, если будет решение, скажем, по Рахмону, министр безопасности или генпрокурор обязан по Конституции Таджикистана уже, не по решению Международного суда, а именно по Конституции Таджикистана арестовать Рахмона. По законодательству Таджикистана Рахмон имеет неприкосновенность. Это понятно. Но если есть решение Международного суда, то по 10 статье Конституции Таджикистана международное право имеет приоритет. И генпрокурор обязан арестовать. Если генпрокурор этого не сделает, то уже министр безопасности обязан арестовать обоих. Или министр внутренних дел. И любой обычный милиционер, он уже имеет право арестовать преступников. А это его обязанность. Не только имеет право, это его обязанность. Вот в чем дело. Ну, конечно, мы понимаем, что в Таджикистане это не будет работать, пока есть Рахмон. Там нет законов, законы только для простого народа. Но мы говорим о юридической стороне вопроса. И, конечно, это сильно ударит по легитимности самой власти, не только по одному Рахмону, по легитимности самой власти. Там дальше будут и санкции. Но представьте себе, что если, скажем, лидер любого европейского государства, оно будет посещать Таджикистан, он будет обвинен в том, что он встречается с международным уголовником. То есть все международные лидеры, они будут избегать встречи с Рахмоном,
не будет встречаться с нашими чиновниками. Конечно, кроме Нетаньяху, кроме Путина, Лукашенко и так далее. Да, ну и их политический и физиологический век-то тоже недолг. По сути говоря, Рахмон может оказаться в сложной ситуации, потому что и международные визиты станут проблемными. И даже на фоне талибов, которые, кстати говоря, сегодня в России вычеркнули из списка террористических организаций, он будет смотреться, как раз он станет на место их, как бы он уже будет признан международным преступником, в то время как талибы, наоборот, легитимируются в качестве вполне себе законной власти. И если вот, ну, условно говоря, попытаться потеоретизировать, может так получиться, что какие-нибудь талибы зайдут, возьмут его за шкирку и выйдут откуда соответствующие, или часть элиты, например, окружение Рахмона может его сдать, чтобы взамен получить какое-то, ну, обеление со стороны международного сообщества. Вот просто я тут недавно перечитывал документы, связанные с арестом Берии, где мой старший товарищ, покойный ныне, в Казани, он лежал в больнице в Москве, и с ним лежал один человек, татарин, ветеран, и он был в охране Маленкова в свое время. И вот он рассказывал, как вывозили Берии, там, значит, где он сидел, там все оцепили. В то время как сам Маленков в 1988 году умер там безвестно. То есть всесильный Берия, который по факту-то и уже был хозяином Советского Союза, его быстренько раз-раз свои же уконопатили, так же, как уконопатили того же, например, Хрущева. То есть когда идет вопрос об выживании элиты, она готова пожертвовать всем. Вот можно ли предположить условно, что вот в какой-то момент Рахмона могут предать свои же? Это вполне возможно, потому что никто не будет иметь дело с уголовником и будет связываться вообще свое будущее, будущее своих детей и так далее, связываться с таким человеком, изгоем, международным изгоем. Что касается талибов, я не думаю, что они вообще, для них международное уголовное право, оно имеет какое-то значение. Но если они хотят, и без этого могут действовать. Но дело в другом, в том, что оно дает большую легитимность нашей борьбе таджикского народа. Да. Вот таджикская оппозиция, я не знаю, какова ситуация у других республик. У нас только по нашей партии, по нашим братьям, коллегам, в Комитете ООН по правам человека по 11 наших коллег есть решение комитета, и они требуют от властей Таджикистана освободить их немедленно. И по Таджикистану около 20 решений. То есть на таком уровне нет ни одной республики, по-моему. Это только таджикская оппозиция, нам удалось довести дело до Комитета ООН по правам человека. Теперь у нас есть дело в Международном уголовном суде. То есть по юридической части, по политической, дипломатической части добились максимума, чего можно было добиться. То есть в мире теперь знают, что таджикская оппозиция, она мирная оппозиция, прибегает только к мирным механизмам изменения власти. Но Рахмон не подчиняется ни решению Комитета ООН по правам человека, ни резолюциям ООН и так далее. Теперь у нас могут появиться другие, более радикальные, альтернативные методы борьбы, чтобы сместить режим, освободить таджикский народ. И если без этого обращения в Международный уголовный суд мы взялись бы за новые методы, более радикальные методы,
наверное, наша борьба не нашла бы такую поддержку. Ну, скажут, что мало в мире диктаторов. Ну, мы не поддерживаем вашу борьбу, потому что она может привести, скажем, к какому-то катаклизму. Там. То, что Рахмон диктатор, а в мире очень много других диктаторов, это не значит, что вы должны прибегать к более сложным методам или более строгим методам. И теперь мы можем сказать, что нет, таджикский народ дошел до конца, использовал все мирные механизмы, и теперь он не просто диктатор, он уголовник. Во главе государства сидит уголовник. А уголовника надо арестовать, надо бороться с ним всеми легитимными доступными средствами. А статья 51 статья Устава ООН позволяет, разрешает любому народу, любой нации бороться за свою свободу, независимость. Освободиться от уголовника. Пусть он будет президентом, пусть он будет, не знаю, там, лидером нации. То есть это открывает нам путь для того, чтобы мы использовали все возможные легитимные виды борьбы, включая и митинги, революции и так далее. Так что я думаю, что вот значение этого дела, оно нами, даже таджикским обществом, еще до конца не осознано. Это осознает, наверное, только сам Рахмон и только международные юристы. А многие сейчас думают, что ну и что, вы отправили только письмо там, или жалобу, ну что это значит? Это не просто жалоба, это очень хорошо подготовленная жалоба, которая может перерастать в ближайшем будущем в уголовное дело. Ну что ж, иншаллах, это очень хорошие новости, и то, что вы сейчас развернули, что это открывает действительно определенные возможности для политических и других форм свержения диктатора Рахмона. И мы надеемся, иншаллах, что и Рахмон, и все его приспешники найдут обязательно свое место на скамье подсудимых, там-то в ахирате. Естественно, но наша задача, чтобы они и здесь окунулись в дерьмо, как говорится. Других слов у нас для них у нас нет других слов. Спасибо большое, Мухриддин Аке. Будем внимательно наблюдать. Вы тоже держите нас в курсе, пожалуйста. И по возможности мы, конечно, тоже готовы всячески содействовать и всех наших уважаемых зрителей. Просим, чем больше узнают, тем больше мы будем оказывать общественное, экспертное и медийное влияние, тем оно лучше в Европе прислушивается действительно к общественному мнению. Это здесь фактор. Спасибо большое. Ассаламу алейкум. Спасибо, Руслан. Как я уже сказал, мы действительно нуждаемся и в вашей дуа, и просим наших братьев, сестер, где бы они ни находились, они что поддерживали нас прежде всего дуа, а потом все возможные виды поддержки, включая и информационную поддержку, потому что в этот период таджикский народ действительно нуждается в такой поддержке. Спасибо большое. Иншаллах.